Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца и общение Святого Духа да будет со всеми вами. И со Духом Твоим. Братья и сестры, осознаем наши грехи, чтобы достойно участвовать в святых тайнах. Поведую перед Богом всемогущим и перед вами, братья и сестры, что я много согрешил мыслью, словом, делом и неисполнением долга. Моя великая вина. Поэтому прошу блаженную Преснодеву Марию, всех ангелов и святых, и вас, братья и сестры, молиться обо мне, Господу Богу нашему. Да помилует нас всемогущий Бог и, простив нам грехи наши, приведет нас к жизни вечной. Аминь. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Христе, помилуй. Христе, помилуй. Господи, Помолимся. Господи, даруй нам постоянный трепет перед святым именем Твоим и любовь к Тебе, ибо Ты никогда не лишаешь Твоего водительства тех, кого утверждаешь в любви Своей.
через Господа нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, который с Тобою живет и царствует в единстве Святого Духа, Бог во веки веков. Чтение книги пророка Иеремии. Иеремия сказал: «Я слышал толки многих, угрозы вокруг. Заявите, — говорили они, — и мы сделаем донос. Все жившие со мною в мире сторожат за мною, не споткнусь ли я. Может быть, — говорят, — он попадется, и мы одолеем его, и отомстим ему. Но со мною Господь, как сильный ротоборец, поэтому гонители мои споткнутся и не одолеют, сильно посрамятся, потому что поступали неразумно. Посрамление будет вечное, никогда не забудется. Господи сил, Ты испытываешь праведного и видишь внутренности сердца. Да увижу я мщение Твое над ними, ибо Тебе верил я дело мое. Пойте Господу, хвалите Господа, ибо Он спасает душу бедного от руки злодеев». Слово Божие. Услышь меня, Боже, по благости Твоей. Услышь меня, Боже, по благости Твоей. Ибо ради Тебя несу я поношение, и в бесчестие покрываю лицо мое. Чужим стал я для братьев моих и посторонним для сынов матери моей. Ибо ревность по доме Твоем снедает меня, и злословие злословящих Тебя падают на меня. Услышь меня, Боже, по благости Твоей. А я с молитвою моей к Тебе, Господи, во время благоугодное, Боже. По великой благости Твоей услышь меня в истине спасения Твоего. Услышь меня, Господи, ибо блага милость Твоя. По множеству щедрот Твоих презри на меня. Услышь меня, Боже, по благости Твоей. Увидит это страждущее и возрадуется, и оживет сердце ваше, ищущее Бога. Ибо Господь немлет нищим и не пренебрегает узников своих. Да восхвалят Его небеса и земля, моря и все движущиеся в них. Услышь меня, Боже, по благости Чтение послания святого апостола Павла к римлянам. Братья, как одним человеком грех вошел в мир и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили. Ибо и до закона грех был в мире, но грех не вменяется, когда нет закона. Однако же смерть царствовала от Адама и над несогрешившими, подобно преступлению Адама, который есть образ будущего. Но дар благодати не как преступление, ибо если преступлением одного подверглись смерти многие, то тем более благодать Божия и дар по благодати одного человека, Иисуса Христа, преизбыточествует для многих. Слово Божие.
Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Дух истины будет свидетельствовать о мне, говорит Господь, а также и вы будете свидетельствовать. Аллилуйя, Господь с вами. Чтение Святого Евангелия от Матфея. В то время Иисус сказал апостолам Своим: «Не бойтесь людей, ибо нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не было бы узнано. Что говорю вам в темноте, говорите при свете, и что на ухо слышите, проповедуйте на кровлях. И не бойтесь убивающих тела, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене. Не две ли малые птицы продаются за осари, и ни одна из них не упадет на землю без воли Отца вашего. У вас же и волосы на голове все сочтены. Не бойтесь же, вы лучше многих малых птиц. Итак, всякого, кто исповедует Меня пред людьми, того исповедаю и Я пред Отцом Моим Небесным. А кто отречется от Меня пред людьми, отрекусь от того и Я пред Отцом Моим Небесным». Слово Господне. Неделю назад мы слышали, как Иисус посылал своих учеников. Каждый из нас послан в мир, чтобы свидетельствовать о Божьей любви и о силе Бога, который исцеляет и освобождает. Таинства крещения и миропомазания дают нам все необходимое для того, чтобы делиться с другими своим личным опытом того, как Бог любит нас. Ведь мы посланы не для того, чтобы кого-то обращать, а чтобы приближать людей к Богу, которого мы сами познали и который любит нас. Сегодня Иисус говорит нам о том, какую позицию мы должны занять, возвещая Его учение и рассказывая о своей личной встрече с Ним. Иисус говорит, чтобы мы никого не боялись. Но возможно ли вообще никого не бояться? Можно ли жить так, чтобы не испытывать тревоги или страха перед другим человеком? Как это возможно? Это становится возможным тогда, когда мы проходим через опыт, который называется словом метаноя.
Это греческое слово означает обращение, изменение образа мышления. Мы боимся потерять покой, боимся потерять здоровье, боимся потерять многое. Этот страх связан с нашим телом, нашей земной жизнью и с материальным миром. Именно он чаще всего держит нас в плену собственных мыслей. А что, если изменить свое мышление и поставить в центр не тело, а душу? Если найти в своей душе, в этом Божьем начале, которое соединяет нас с Богом, место, где мы почувствуем себя наполненными, достаточными, исполненными мира. Чтобы сказать «я никого не боюсь», нужно сделать шаг в глубину своей души и встретиться там с Богом, который является нашей силой и могуществом. Когда мы связаны только со своим телом, мы испытываем страх потерять что-либо. Каждая материальная вещь становится бесценной, ведь столько лет труда и усилий было вложено, чтобы достичь многого. Мы боимся потерять работу, но еще сильнее боль и страх потерять доброе имя, быть отвергнутыми, осмеянными людьми. Мы боимся того, что будет дальше. И это приводит нас к жизни в постоянном страхе потери, в страхе принимать решения. Духовная внутренняя жизнь ведет нас к свободе от всего того, чего мы боимся. Это переход, преображение, обращение, метаноя от жизни в страхе к жизни в мужестве. Что было бы, если бы я в одно мгновение потерял все, что имею? Как бы я того смотрел на мир и на самого себя? Если я не решусь войти в глубину своей души и найти там Бога, который является моей силой, то останусь в пустоте, которую невозможно вынести и которая лишена смысла. Поэтому христианство – это нелегкий путь. Когда кто-то говорит, что быть католиком легко, значит, этот человек еще не познал учения Иисуса. Следовать за Иисусом – это не выбирать по логике этого мира то, что удобно, приятно и соответствует нашим чувствам. Следовать за Иисусом значит внутренне преобразиться так, чтобы единственным, ради кого я хочу жить, был Он, Иисус. Христианство – это путь от внешнего к внутреннему, чтобы затем, преобразившись учением Иисуса, войти в мир и не бояться того, кто может убить тело. Помню один случай из своей жизни, когда я учился в семинарии. Это было воскресенье, было уже после 9 часов вечера. Я решил постирать вещи. Я вошел в общую прачечную семинарии и начал складывать грязную одежду в стиральную машину. Делал это тихо, чтобы никто не услышал. Я знал, что это воскресенье, но стирка казалась мне важнее. И именно в этот момент в прачечную вошел старший на несколько лет семинарист и сказал слова, которые я помню до сих пор. Он увидел меня и сказал: «Павел, бойся Бога, ты стираешь в воскресенье». Я понимаю, что это не самый большой грех в мире, но эти слова имели для меня огромное значение. Бойся Бога. В чем заключается этот страх перед Богом и является ли он правильным? Прежде всего, речь идет не о страхе, как таковым, о даре Божьем, о страхе Божьем,
который является одним из даров Святого Духа. О страхе Божьем нужно просить в молитве. Это страх, который выражается в уважении, рождающемся из любви к Творцу. Я избегаю греха не потому, что боюсь наказания, а потому, что грех направлен против того, кто меня любит. Возможно, у нас был такой опыт в жизни, когда мы огорчили близкого человека, например, неприятным словом. Можно сказать, что согрешили. Но то, что мы сделали, причиняет гораздо большую боль тогда, когда человек, которого мы ранили, является тем, кого мы любим. Если случайный прохожий на улице скажет нам что-то неприятное, мы почувствуем огорчение, но на следующий день уже забудем об этом. Но если что-то обидное скажет или сделает близкий человек, будем помнить это всю жизнь. Метаноя, обращение, преображение – это прощение ради любви, которую мы ранили. Мы ранили Иисуса своими грехами, но Он из любви к нам все нам простил и дал нам силу, чтобы мы, будучи Его друзьями, никогда не боялись, силу, которая преображает нашу жизнь. Больше следует бояться того, что я не исполняю Божью волю, чем чего-либо другого. Слуга Божий Стефан кардинал Вышинский, когда к нему домой пришли коммунисты, чтобы арестовать его и посадить в тюрьму, сказал сестрам, которые были рядом с ним и боялись того, что будет дальше: «Не бойтесь их, они могут нас только убить, больше ничего они сделать не могут. Больше нужно бояться неисполнения Божьей воли, чем кого-либо или чего-либо. Бойтесь же более того, кто может и душу, и тело погубить в гиенне. Не бойтесь людей, Господь со мной, как сильный воин, и я к Тебе, Господи, взываю во время благоприятное Божие. Аминь». Верую во единого Бога Отца Всемогущего,
братья и сестры, в Святом Крещении все мы соединились с Иисусом Христом и участвуем в Его смерти и воскресении. Поэтому единодушно воззовем к Отцу Его, который на небесах. Услышь нас, Господи! Да сохраняют все члены Церкви в чистоте свою святую веру. Господа просим. Услышь нас, Господи. Да исповедуют христиане свободно и безбоязненно свою веру по всему миру. Господа просим. Услышь нас, Господи. Да обретут пятущиеся и сомневающиеся утешение и мир во Христе. Господа просим. Услышь нас, Господи. Да помогают богатые страны нуждающимся и голодающим во всем мире. Господа просим. Услышь нас, Господи. Да удостоятся радости жизни вечной все, кто в благодати Божией покинул этот мир. Господа просим. Услышь нас, Господи. Молимся об укреплении в вере для семьи Белкиных, о Божьем благословении для Елизаветы, об исцелении и укреплении здоровья для Ильи, Божьей помощи его маме Юлии и его семье. Господа просим. Услышь нас, Господи. Просим Божьего благословения, даров Святого Духа для Романа и для Натальи, о здоровье и даре исцеления для Олега. Господа просим. Услышь нас, Господи. Просим Божьего благословения для Амины в день рождения, для Данила в день рождения и о благополучном поиске пропавшего Максима. Услышь нас, Господи. Молимся о наших усопших, просим о Царстве Небесном для Василия, о даре вечной жизни Бониславу, Яне, Анатолию, Олесю, Аманахунку, Бенедикту, Терезе, Василию. Господа просим. Услышь нас, Господи. Господи, Боже Вседержитель, услышь просьбы наши и научи нас жить в Твоей благодати и понимании того, что мы соделались наследниками драгоценного сокровища веры и истинного счастья через Христа Господа нашего. Аминь. Молитесь, братья и сестры, чтобы моя и ваша жертва была угодна Богу Отцу Всемогущему. Да примет Господь эту жертву из рук Твоих, во хвалу и славу имени Своего, ради блага нашего и всей Церкви Своей святой. Przyjmij, Господи, жертву хвалы и умилостивления, и достанут наши души
очищенные ее силою, даром благоприятным Тебе, через Христа Господа нашего. Господь с вами. Вознесем сердца. Возблагодарим Господа Бога нашего. Воистину достойно и праведно, должно и спасительно нам всегда и везде благодарить Тебя, Господи, Отче Святой, Всемогущий, Вечный Боже. Ибо Ты, как милосердно возлюбил мир, что послал нам Искупителя, который по Твоей воле стал во всем, кроме греха, подобен нам, чтобы Ты мог возлюбить в нас все, что Ты возлюбил в Своем Сыне, и мы по своему непослушанию согрешившие и впавшие в немилость через послушание Христа вновь обрели Твои дары. Поэтому и мы, Господи, со всеми ангелами и святыми Тебя исповедуем в радости взывая. Воистину свят Ты, Господи, и справедливо хвалить Тебя все Тобою сотворенное, ибо через Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, действием силы Святого Духа, Ты все животворишь и освящаешь, и непрестанно собираешь народ Твой, чтобы от востока солнца до запада приносилась жертва чистая имени Твоему. Поэтому мы стоим перед Тобою и, пребывая в общении Церкви, празднуем первый день недели, когда Христос воскрес и послал апостолам Духа Святого. Смиренно молим Тебя, Господи, благоволи освятить Духом Твоим эти дары, которые мы принесли Тебе для посвящения, чтобы они стали телом и кровью Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа. По Его повелению мы и совершаем эти тайны. Ибо Он сам в ту ночь, когда был предан, взял хлеб и Тебе, вознося благодарение, благословил, преломил и подал его ученикам Своим, говоря: «Примите и вкусите от него все, ибо это есть тело мое, которое за вас будет предано». После вечери, взяв чашу и вознося Тебе благодарение, Он благословил и подал ее ученикам Своим, говоря: «Примите и пейте из нее все, ибо это есть чаша крови Моей, нового и вечного завета, которая за вас и за многих прольется во отпущение грехов. Это совершайте в память обо мне».
Wielka tajna wiery. Итак, Господи, вспоминая спасительные страдания Сына Твоего, Его славное воскресение и вознесение на небеса, а также ожидая Его второго пришествия, с благодарением приносим Тебе эту святую и живую жертву. Просим Тебя, обрати взор Твой на приношение Церкви Твоей и прими жертву, закланием которой Ты умилостивился, чтобы укрепленные телом и кровью Сына Твоего, исполненные Духа Его Святого, мы стали единым телом и единым Духом во Христе. Он Сам да соделает нас вечным даром Тебе, чтобы обрести нам наследие с избранными Твоими, прежде всего с Пресвятой Богородицей Девой Марией, со святым Иосифом и обручником, со святыми апостолами Твоими славными мучениками и всеми святыми, по ходатайству которых мы уповаем на Твою непрестанную помощь. Молим Тебя, Господи, пусть эта жертва нашего примирения принесет мир и спасение всему свету. Благоволи укрепить в вере и любви Церковь Твою, странницу на земле, со слугою Твоим Папой нашим Львом, епископом нашим Иосифом, епископским чином и всем духовенством, народом Тобою искупленным. Благосклонно услышь молитвы этой семьи Твоей, по воле Твоей, стоящей перед Тобою. Собери к себе, Отче милосердный, всех чад Твоих, рассеянных повсюду, усопших братьев и сестер наших и всех Тебе угодивших, ушедших из этого мира, прими милостиво в Царство Твое. Уповаем, что и мы вместе с ними славу Твою созерцать будем вечно, через Христа Господа нашего, через которого Ты подаешь миру все блага. Через Христа со Христом и во Христе, Тебе, Богу Отцу Всемогущему, в единстве Духа Святого, всякая честь и слава во веки веков. Помолимся Отцу Небесному, как научил нас Иисус Христос. Избавь нас, Господи, от всякого зла. Даруй милостиво мир во дни наши, чтобы силою милосердия Твоего мы были всегда свободны от греха и ограждены от всякого смятения, ожидая исполнения блаженного упования и пришествия Спасителя нашего Иисуса Христа. Ибо Твое есть царство и сила и слава повеки. Господи Иисусе Христе, Ты сказал апостолам Своим:
мир оставляю вам, мир мой даю вам. Nie wzieraj na nasze grzechy, no na wieru cerkwi Twojej i po woli Twojej благоволи умирить и объединить ее, Ты живущий, царствующий во веки веков. Аминь. Мир Господа нашего да будет всегда с вами. И со Духом Твоим. Приветствуйте друг друга с миром и любовью. Вот Агнец Божий, берущий на себя грехи мира, блаженны, званые на вечерю Агнца. Господи, я недостойен, чтобы Ты вошел под кров мой, но скажи только слово, и исцелится душа моя.
Помолимся. Обновленные драгоценной трапезой пресвятых тела и крови Сына Твоего, просим милосердие Твое, Господи, чтобы то, что мы с благочестием совершаем, принесло нам плоды искупления через Христа Господа нашего. Еще месяц июнь. Продолжается молитва к Пресвятому Сердцу Иисуса. Сейчас выставление Пресвятых даров и летание к Сердцу Иисуса. Спаситель всех
кротки и смиренный сердцем. Сотвори сердца наши подобными сердцу Твоему. Помолимся. Всемогущий и вечный Боже, воззри на сердце Твоего возлюбленного Сына и на хвалу и удовлетворение им, принесенные Тебе за грешников, и милостиво даруй прощение грехов, уповающим на Твое милосердие. Просим Тебя через Сына Твоего, Иисуса Христа, который с Тобою живет и царствует в единстве Святого Духа, Бог во веки веков. Молитва посвящения себя и всего человечества святейшему сердцу Иисуса. О Иисус милосердный, Искупитель человеческого рода, милостиво воззри на нас с глубоким смирением припадающих к Твоему престолу. Мы Твои и хотим быть Твоими. Желая все же еще теснее соединиться с Тобою, каждый из нас сегодня посвящает себе добровольно святейшему сердцу Твоему. Тебя многие никогда не знали, от Тебя многие отреклись, презрев заповеди Твои. Сжалься над теми и другими, о благой Иисус, и привлеки всех к святому сердцу Твоему. Будь царем, Господи, не только верных, никогда не оставлявших Тебя, но и блудных сынов, ушедших от Тебя. Приведи их скоро в отчий дом, да не погибнут от духовной нищеты и голода. Будь царем и тех, кого ложные толки ввели в заблуждение или разделили разногласия. Приведи их обратно к полноте истины и к единству в вере, да будет скоро одна стада и один пастырь. Также и всех Тебя еще не знающих приведи в семью верующих. Даруй, Господи, Церкви Твоей полное процветание и свободу. Даруй всем народам жить в мире и согласии, чтобы со всех концов вселенной звучало единогласно. Слава Божественному сердцу, через которое нам дано спасение. Слава Ему и честь во веки веков. Аминь. Ты послал им хлеб небесный. Помолимся. Господи Иисусе Христе, в чудесном таинстве Ты оставил нам память своих страданий. Молим Тебя, дай нам так почитать священную тайну тела Твоего и крови Твоей, чтобы мы постоянно ощущали в себе плоды искупления, ибо Ты живешь и царствуешь во веки веков.
Bogosłużenie w chramie. Сегодня 12-е рядовое воскресенье. В понедельник, 22 июня, месса в 18, во вторник, месса в 10. В среду, 24 июня, торжество Рождество Святого Иоанна Крестителя, месса в 19. В четверг, месса в 18 и после мессы wystawienie Preświętych darów do 20. W piątnicę miejsca w 18, w sobotę pamięć Preświętej Dziewy Marii Nieustannej Pomości, miejsca w 18 i w воскресенье 28 июня, miejsca w 10 w Surgucie i w 19 w Ноябрьске. Благодарю тех, кто в последнее время помог украсить территорию вокруг храма прекрасными цветами. Спасибо за ваш труд, старание и пожертвование. На этой неделе в среду мы будем праздновать Рождество Святого Иоанна Крестителя, святая месса в 19. С 5 по 9 июля приглашаю вас в поездку в Тобольск. В программе ежедневная святая месса, экскурсии по Тобольску, посещение музеев и многих других интересных мест. Еще осталось 3 свободные места в машине. Напоминаем, что теперь снова действует новый старый въезд в храм. Как и раньше, нужно проехать через шлагбаум, затем ехать прямо до конца дороги и повернуть направо через ворота. Сразу за воротами поверните направо и двигайтесь прямо к храму. Если хотите приехать в храм в другое время, вне времени Святой Мессы, необходимо позвонить по приходскому номеру телефона. Тогда шлагбаум будет открыт. Перед Святой Мессой и после нее шлагбаум будет открыт для проезда. После Святой Мессы для желающих будет возможность приступить к таинству исповеди. Приглашаю всех после мессы на кофе и чай в Нижний храм. И еще такое объявление, думаю, что многие уже прочитали в группе эту информацию. А те, которые, может, не прочитали, я бы хотел прочитать сейчас. Слава Иисусу Христу! Дорогие, к сожалению, на границе меня не впустили в Россию. Это для меня очень трудный опыт, но верю, что Господь и в этой ситуации ведет меня за руку. Говорят, расстояние не значит расставание. И в молитве мы всегда будем вместе. Спасибо за ваши молитвы, за доброту. Будем надеяться, что еще встретимся, если не здесь, на земле, то точно на небесах, в доме Бога Отца. С любовью и молитвой сестра Joanna. Так, молимся, чтобы все поменялось, чтобы сестра могла приехать здесь. Желаю всем доброго и благословенного воскресенья, а также благословенной недели.